Чтобы избежать лабиринта проблем, с которыми вы сталкиваетесь, важно понять эту глубокую истину. Каждое событие в вашей жизни, каждое возникающее препятствие имеет высшую цель. Даже когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, безобидными проблемами, которые бросают вызов вашей решимости, не позволяйте страху управлять вами. Я здесь для вас, я принимаю все ваши опасения. Покойся с миром, который я предлагаю, и полностью верь в это. Я твой Божественный Отец, который глубоко любит тебя и привел тебя в этот мир с конкретной и благородной целью. Примите божественность внутри себя. У вас есть сила совершать бесчисленные добрые дела и благословлять многих. Он столкнулся с бурей невзгод, навсегда испытавшей его веру. Однако вы доверяете своей глубине. Хоть ты и цепляешься за мои слова, твоя душа постоянно взывает об утешении. Найдите мазь, которая исцелит конфликт, который лишает вас радости и заставляет вас страдать и страдать. Поверьте мне на слово, эти тесты не моя работа. Пусть эти ситуации возникнут в вашей жизни как сигнал к пробуждению, чтобы осознать, что моя могущественная и безграничная любовь находится внутри вас. Каждая борьба, каждая боль и каждая боль становится крепостью безопасности и силы в вашем сердце. С любовью и истиной от всего сердца, прежде чем перейти к сегодняшнему посланию, я предлагаю вам краткое приглашение, мои сыновья и дочери. Христианская вселенная недавно открыла членский клуб. Я рад пригласить всех вас присоединиться к христианскому клубу на YouTube. Поступив так, вы не только получите особые привилегии, но и внесете свой вклад в дело Господа. Если вы не можете вступить в клуб, знайте, что ваши интересы, лайки и репосты уже нам очень помогают. А если ты не подписался на канал, дорогой мальчик, дорогая девочка, чего ты ждешь? Ради Бога, станьте частью этого прекрасного сообщества на YouTube. Аминь. Сегодня я приглашаю вас подняться на более высокий уровень духовности. Отпустите те дни, когда вы просыпались и бесцельно бродили по жизни с опущенными глазами, плохим настроением, резкими словами и оскорблениями. Вы можете подумать, что это то, чего я хотел для вас, но это не так. Помните, что я создал вас по своему образу, чтобы жить мощной и свободной жизнью, испытывать истинное счастье, быть свободным от ограничений и служить желаниям других. Слова, которые я говорю, имеют смысл. Скажи мне, ты им веришь? Поверишь ли ты мне сегодня? Если да, то укажите в комментариях, написав: «Господи, я доверяю Тебе». Я призываю вас встать сейчас и ходить в вере. Не волнуйтесь, если вы не уверены в своем пути или поведении, я буду направлять вас и защищать от тех, кто находится во тьме, кто замышляет против вас и стремится причинить вам вред. Идите терпеливо и усердно со мной, и я проведу вас через дни, месяцы и годы вперед. Ты пересечешь долины и поднимешься на горы, но я буду с тобой на каждом этапе пути. В темные моменты я буду светом, который освещает твой путь и укрепляет твои шаги, пока ты не достигнешь пункта назначения. Я обещаю вам обильные благословения. Вы добьетесь успеха за рубежом и встретите на своем пути много людей. Я открою тебе дверь, и когда придет время, появится твое благословение. Если вы будете следовать моим словам каждый день, сейчас самое время принять самое важное решение в вашей жизни.
Я дал ему огромную силу, интеллект и способности. Сейчас самое время сделать шаг вперед, перестать тратить время на бесполезные вещи и тратить свою энергию на тех, кто вас не ценит. Вас ждет процветающая и благословенная земля. Знайте, что у вас есть смелость. Не бойся, обратитесь к своим благословениям сейчас, потому что вы можете их отсрочить. Сейчас самое время собирать урожай. Насладиться этим моментом. Я открываю двери и окна рая, но эти благословения можно только увидеть. Невежество остается пассивным, боится взглянуть в лицо реальности, винит ситуацию и игнорирует мои повседневные слова. Я хочу, чтобы все уставшие пришли ко мне, и я подарю им жизнь, полную изобилия и мира. У меня есть великий план доброты, благословения и процветания для тех, кто ищет и любит меня, как вы. Ваша вера и отношения делают меня счастливым, и я с нетерпением жду возможности каждое утро коснуться вашего сердца и показать вам благословения, которые я приготовил для вас. Я забочусь о тебе с глубокой любовью. Не думай ни на минуту, что я не знаю или не люблю тебя. Иногда мое молчание – это урок терпения, сигнал о том, что некоторым вещам нужно время, чтобы раскрыться. Убедитесь, что исход вашей ситуации превзойдет ваши самые смелые мечты. Я наполню твое сердце миром и спокойствием. Все заботы, которые беспокоят ваш разум, находятся в моей заботе. Ты веришь? Если да, то покажите свою веру в комментариях, написав «Верю, Господи». Остановись на минутку, закрой глаза и погрузись в мою любовь. Позволь тебе остаться в моих объятиях, нежные поцелуи в твоем сердце. Поговори со мной, когда готовы пролиться слезы. Я здесь, я здесь. Я не оставила его, я не оставила его. Используйте это время, чтобы поучиться у меня, чтобы вы стали мудрее, когда эти проблемы останутся позади, и жизнь станет легче. Вы умеете выбирать друзей, которые ценят вас за то, кто вы есть, а не за то, что вы не цените. Я никогда не оставлю тебя и никогда не дам тебе больше, чем ты. Обратите внимание на мои инструкции, оставайтесь со мной на связи, чтобы знать, что я делаю в вашей жизни. Обнимите этот день с радостью, восходящей от благословений, текущих из моего сердца с водами любви и жизни. Пей из этого источника, ты больше не будешь жаждать, одиночество последует за тобой. Я забочусь о вашем здоровье, работе, семье и всем остальном, что для вас важно. Прежде чем вы спросите, я сделаю так, чтобы все произошло в лучшее время. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, отдохни и отложи свои заботы. Используйте это время, чтобы найти меня и прославить мое имя. Когда ты узнаешь, как сильно я тебя люблю, скажи мне, сын мой, дочь моя, как сильно ты любишь меня в ответ. Радуйтесь во имя мое, и пусть ваша жизнь будет полна благословений и счастья. Даже если ты не до конца понимаешь мои пути, знай, что я люблю тебя безоговорочно и никогда не оставлю тебя. Доверьтесь мне, и пусть ваша вера будет сильной. Неудача в ваших планах не означает поражение. Разочаровываться, когда дела идут не так, как ожидалось, это нормально. Но ваша вера в меня оживит ваш дух и вернет вас к моему совершенному плану. Я планирую светлое будущее для тебя и твоих близких. Я хочу, чтобы обещания,
в которые вы верите, были выполнены. Не позволяйте печали завладеть вашими мыслями и не позволяйте отчаянию ослабить вас. Поверьте мне, и ваша семья всегда будет в безопасности и счастлива. У них будет сила противостоять жизненным трудностям и мудрость, чтобы преодолеть риски. Они будут светом и благословением для других. Вас ждут бесконечные благословения, если вы полностью и искренне доверяете своему Небесному Отцу. Вы можете подойти прямо к моему трону и свободно поговорить со мной. Не вините себя, я готов и могу простить ваши ошибки. Вы ищете и нуждаетесь в очищающей силе моей спасительной крови. Посмотрите, насколько вы привилегированы, приняты и оценены. Мои обещания тверды и правдивы, я никогда не буду играть твоими чувствами. И если я гарантирую вам безопасное будущее даже в вашей нынешней ситуации, поверьте мне, потому что это правда. Если ваши планы развиваются не так, как ожидалось, не грустите и не расстраивайтесь, просто доверьтесь мне. Если ты устал делать то, что не по-твоему, я наполню твое сердце смелостью и надеждой. В суматохе бурных эмоций я узнаю твою внутреннюю веру в себя. Помните, что мне пришлось столкнуться с такими великими трудностями, что у меня пошла кровь из лба. Так приблизьтесь к моему престолу благодати. Не волнуйтесь сейчас, все наладится, скоро изменятся многие аспекты вашей жизни. Почувствуйте мою любовь и мир, когда я говорю с вами сегодня. Мягко, не отворачивайся, когда я тихо зову, и не игнорируй мой голос, когда я резко поправляю. Тогда ты приблизишься к моей любви. Если этот пост вас заинтересовал, дорогой мальчик, дорогая девочка, дайте мне знать в комментариях, написав «Мне это нужно». Ты знаешь мою любовь к тебе, обещай, что не расстроишься, если я сразу не отвечу на твои молитвы. Это правда, что вокруг вас есть люди, которые наблюдают, как вы спотыкаетесь, и ждут, когда вы потерпите неудачу. Иногда может показаться, что дела идут не так, как вы, и вы готовы посмеяться над своей верой. Но ты, моя дорогая, другая. Ваше внимание сосредоточено на Боге, а не на земных делах. Даже когда они смеются и шутят, не следует перебивать. Я подготовил для вас уникальный способ. Смело идите по этому пути, и пусть насмешники сбиваются с пути от гордости и зависти, что может привести к падению. Но ты мой сын, моя дочь, и ты имеешь доступ ко мне через молитву, я обязательно отвечу. Тем, кто смеется над вами, будет стыдно за свою ошибку. У меня есть для тебя особенный подарок, и если ты его еще не получил, я подготовлю к нему твое сердце. Без глубоких корней изобилие может привести к разрушению, без внимания можно потерять процветание, что может привести к эгоизму и попаданию в ловушку врага. Поэтому вы должны быть готовы, сильны и смелы, основываясь на моем слове, мудрости и понимании. Не прячьтесь от насмешников, не верьте пустой лжи. Это ежедневная битва за ваше здравомыслие, но я здесь, чтобы дать вам силы. Мы ходим вместе день и ночь, утром планируем ваш день, вечером обсуждаем ваши страхи и мечты. Поверь мне, не сдавайся. Прими мою любовь и осознай свою ценность. Мне грустно, когда ты унижаешь себя. Ты победишь, поверь мне, потому что я люблю тебя. Даже если ты потерпишь неудачу, я не оставлю тебя.
Это послание для моих героев. Если вы так думаете, поверьте мне, я это подтверждал много раз. Не игнорируйте мое имя из-за вашего возраста, состояния здоровья или финансовых причин. Моим воинам, желающим верить, я расчищу ваши пути и чудесным образом открою ваши двери. Ты мой избранник. Я настрою тебя на успех. В минуты сомнений сохраняйте надежду, которую дают мои обещания. Верьте всем сердцем, что я исполню свою волю и принесу много благ в вашу жизнь. Это время быть полным сил, стойким в вере и чрезвычайно мужественным. Не бойтесь столкнуться с финансовыми, медицинскими и семейными проблемами. Когда я говорю вам набраться терпения, если вы сдержите мои слова, я могу открыть море, чтобы решить вашу проблему. Продолжайте идти и не теряйте решимости. Вы будете преодолевать пропасти, оседлать бурные волны и упорствовать, несмотря на то, что штормы угрожают вашему пути. Мой воин, мое сокровище, твоя радость и благословение в моем сердце. Ежедневно укрепляйте себя, встречая врага с твердой и непоколебимой верой. Будьте уверены, что во времена великой борьбы и великой нужды, когда вы не сможете почувствовать, увидеть или услышать мое присутствие, я приду и спасу вас в нужное время. Ваши враги, независимо от их размера и угрозы, отступят от вашей бесстрашной позиции перед лицом их насмешек. Сегодня я даю вам святой меч, силу моего слова в вашей речи. Когда вы поверите этому и скажете это, ваше послушание и вера откроют вам путь, и моя сила поддержит вас, когда вы столкнетесь со своими страхами. Мой воин, ты в моем сердце. Берегите своих близких, своих детей, свою семью и благословляйте их верой и надеждой. Сегодня с настоящей любовью я поделюсь с вами глубиной намерений моего сердца. Доверьтесь моим словам, потому что они – вечная, чистая и истинная истина. Моя любовь к тебе превыше широты земли. Даже когда вы чувствуете себя маленьким или немного потерянным, помните, что вы благословлены, любимы и защищены моей любовью. Будут дни, наполненные грустью, и может показаться, что ты сражаешься в одиночку, но знай, что моя любовь – это твой щит, который защищает и направляет тебя, как солнце, которое каждый день нежно согревает твое лицо, сияет мой свет. Ты благословлен моей любовью рядом с тобой. Ничто в этом мире не может причинить тебе вреда, поэтому держи голову высоко. Улыбайся с надеждой, ведь ты мой любимый сын, моя любимая дочь, и со мной с тобой не может случиться ничего плохого. Будьте смелыми и держите эту истину. Моя любовь к тебе настолько глубока, что я отдал свою жизнь на жестоком кресте, чтобы смыть твою вину и стыд, даже скрытые грехи, мучившие твою душу. Ты теперь свободен. Тебе нечем платить, это наша работа, и многие не поймут твоей новой жизни и благ в мире. Прощение случается редко, и люди обычно защищают себя любой ценой. Ненавистники будут искать в вас недостатки, придумывать истории для критики и ранить вас своей ложью, но когда они поймут, что не могут причинить вам вреда, их разочарование возрастает, и они могут попытаться обвинить вас в своих ошибках. Не бойтесь этих нападок, не обращайте внимания на обидные слова, не обращайте внимания на сплетни и слухи. Не ищите одобрения у ложных друзей, не тратьте время, пытаясь доказать их одобрение, не нуждайтесь в них, не терпите их насмешек, получите божественную честь.
Я не выбирал тебя и не воспитывал следовать чужому мнению. Чтобы прожить жизнь, тебе не нужно чьи-либо разрешение, тебе нужна лишь моя милость. Когда другие видят ваш успех и строят против вас заговоры из зависти, это сообщение является своевременным предупреждением. Будьте внимательны к своему окружению, поверьте мне. Каждое утро погружайтесь в мои слова, вставайте на колени и ищите моего руководства. Я сделаю тебя богатым, чтобы ты мог содержать свою семью, не выходя из дома. Организуйте то, что я даю вам, или благословения прекратятся. Впереди светлые дни изобильного процветания, но я хочу видеть вашу верность, несмотря на ваши недостатки. Встаньте и примите это обещание. Не позволяй сомнениям и страху украсть то, что я хочу сделать. Бесстрашно встречайте трудности, встречайте конфликты, не дрожите перед врагами. Я даю тебе больше мудрости и терпения, чтобы дождаться моих обещаний, освободиться от долгов, которые ты не можешь оплатить. Я никогда не собирался, чтобы ты жил в таком рабстве, я так тебя люблю, и иногда мне приходится говорить. Вы понимаете, я люблю вас всем сердцем, и от моего имени желаю вам жить в мире, успехе и процветании. Учитесь у него, приходите ко мне каждый день, не торопитесь и не теряйте время, слушайте меня и получайте любовь от моего голоса. Каждое слово, которое вы слышите, полно благословений. Я твой Господь, твой Спаситель, я прощаю твои грехи, но ты должен избегать зла. Ничто не сокрыто от меня, поэтому приходите с уверенностью, ибо я всегда готов простить, очистить, укрепить, благословить, исправить и возвысить вас. Взамен я прошу вашего доверия, лояльности и готовности следовать за мной и приносить пользу другим. Скажи мне, что любишь меня всем сердцем и ставишь меня на первое место в своей жизни. Отвечай честно, потому что я люблю тебя больше с каждым днем. Я показываю свою любовь бесчисленными способами. Я посылаю свои слова, чтобы воодушевить тебя. Я не хочу, чтобы ты грустил или был побежден какой-либо проблемой или болью. Прислушайтесь к моим словам. Не позволяйте другим ограничивать вас или отнимать у вас волю к борьбе. Помните о величии своей мечты. Я вложил в тебя много хороших мечтаний и планов, но я вижу твое истинное лицо, твое чистое намерение, твои усилия по преодолению неудач и твое желание изменить свою жизнь и осуществить свои мечты. Действуй сейчас. Поверьте мне на слово, вставайте и отправляйтесь в путь. Сделайте это для своей семьи и близких. Поверьте мне на слово, будьте смелыми и сильными, не сдавайтесь, пока не доберетесь до места назначения. Ты обретешь больше радости в своем сердце, ты увидишь, что стоит верить моим словам и бороться за лучшую жизнь. Я всегда говорил вам и скажу еще раз, что если вы поверите в вашего Бога, вашего Небесного Отца, вы получите много благословений. Сегодня я говорю с вами с большой любовью. Спасите мою жизнь от тех, кто хочет украсть мечту или любовь моего возлюбленного. Не дружите с мошенником и не слушайте его ложь. Посмотри на него, сосредоточься на исполнении моей воли. Откройте глаза, потому что скоро я дам вам великое благословение, поистине божественную возможность. Помни, я так сильно тебя люблю, что если я не оставил тебя раньше, то не оставлю и сейчас. Я всегда с тобой в трудные дни и счастливые минуты, грустные минуты и каникулы. Я никогда тебя не отвергал, я никогда тебя не забывал. Будь сильным.
Если ваша вера начнет колебаться, попросите об обещаниях, которые я дал вам, и дайте знать тем, кто вас беспокоит, что я с вами каждый день до конца. Доверьтесь мне и взирайте на мою благодать. Не сомневайтесь в своем достоинстве и достойности этих благ. Если вы верите в меня, примите этот дар, который я даю вам. Он превратится в еще большие благословения, когда попадет в ваши руки, и он обеспечит вашу семью и позволит вам помогать нуждающимся. Вы получите в изобилии хлеб, здоровье, силу и мир, но вы должны проявить свою веру и прийти, чтобы получить эти благословения. Немедли теперь, не оглядывайся назад, не прячься от меня в тени. Я звоню вам, потому что хочу, чтобы вы пришли и ответили на свои молитвы. Я хочу снять все проклятия и болезни с тебя и твоей семьи. Если я что-то и беру у тебя, так это чтобы дать что-то хорошее. Вы вступаете в критическую и решающую фазу, вы изменились, вы уже не тот, кем были вчера, вы готовы принять решительное решение. Держитесь подальше от негативных влияний, не соглашайтесь с теми, кто не желает вам добра. Они могут обескуражить вас, если вы поделитесь своим прогрессом, но ваша вера будет вести вас, и я пойду с вами. Сомневающиеся будут свидетельствовать о благодати в твоих руках. Я прошу вас мудро распорядиться этими благословениями, сделав их основой для еще больших благословений. Вскоре вы и ваша семья сделаете важные шаги к светлому будущему. Поощряйте своих детей, их образование и интеллект могут изменить семьи и страны. Герои и лидеры завтрашнего дня вырастут в вашем доме еще до моего возвращения. Если вы будете почитать меня в своем доме, и ваши дети увидят это, они станут мощным инструментом моего имени. Пусть ваша жизнь станет свидетельством вашей веры. Плохой характер постоянен. Не зацикливайтесь на мысли, что для меня нет ничего невозможного. Я могу сделать самые твердые сердца самыми мягкими. Суровые собеседники смеялись над детской наивностью. Тех, кто причинил мне боль, я превращу в тех, кто говорит добрые слова, сладкие, как мед. Я могу изменить тебя, чтобы твоя семья увидела реальность моей силы. Даже если мир усомнится в своей вере или усомнится в моем существовании и возможностях, поверьте мне, что моя слава будет сиять в вашем доме, ваши соседи будут моим светом, ангелы будут охранять каждый уголок вашего дома, люди будут в безопасности от сверхъестественных событий. Будет удивлен в его стенах. Придет много людей, и вы прикоснитесь к ним. В молитве я исцеляю больных, решаю проблемы и залечиваю раны. В вашей семье начинается великое духовное пробуждение. Это последние дни, и хотя многих заинтриговала тайна моего возвращения, их сердце постоянно отворачиваются от меня. Если этот пост вас заинтересовал, дорогой мальчик, дорогая девочка, дайте мне знать в комментариях, написав «Мне это нужно». Ты знаешь мою любовь к тебе. Обещай мне не расстраиваться, если я не отвечу на твои молитвы сразу. Это правда, что вокруг вас есть люди, которые наблюдают, как вы спотыкаетесь, и ждут, когда вы потерпите неудачу. Иногда может показаться, что дела идут не так, как вы, и вы готовы посмеяться над своей верой. Но ты, моя дорогая, другая. Ваше внимание сосредоточено на Боге, а не на земных делах. Даже когда они смеются и шутят, не следует перебивать.
Я подготовил для вас уникальный способ. Смело идите по этому пути, и пусть насмешники сбиваются с пути от гордости и зависти, что может привести к падению. Но ты мой сын, моя дочь, и через молитву ты напрямую достиг меня. Я обязательно отвечу, вашим насмешникам будет стыдно, когда они поймут, насколько они были неправы. Я приготовил для тебя особое благословение. Если оно еще не достигло тебя, я подготовил к этому твое сердце. Без глубоких корней изобилие может привести к разрушению. Без сосредоточения вы можете потеряться в богатстве, которое приведет вас в ловушку эго и врага. Поэтому вы должны быть готовы, сильны и смелы, основываясь на моем слове, мудрости и понимании. Не прячьтесь от смеха. Не верьте лжи о том, что вы бесполезны. Это ежедневная битва за ваше здравомыслие, но я здесь, чтобы дать вам силы. Мы гуляли вместе день и ночь. Утром мы планируем ваш день, ночью мы обсуждаем ваши страхи и мечты. Поверь мне, не сдавайся. Прими мою любовь и признай свою ценность. Мне плохо, когда ты занижаешь свою самооценку. Ты победишь, поверь мне, потому что я люблю тебя. Даже если ты потерпишь неудачу, я не оставлю тебя. Это послание для моих героев. Если вы так думаете, поверьте мне, я это подтверждал много раз. Не игнорируйте мое имя из-за вашего возраста, состояния здоровья или финансовых причин. Моим воинам, желающим верить, я расчищу ваши пути и чудесным образом открою ваши двери. Ты мой избранник, и я желаю тебе успехов. В минуты сомнений сохраняйте надежду, которую дают мои обещания. Верить, что всем сердцем и душой я исполню свою волю в твоей жизни и получу множество благ. Это время быть полным сил, стойким в вере и чрезвычайно мужественным. Не бойтесь столкнуться с финансовыми, медицинскими и семейными проблемами. Я могу раскрыть вашу проблему и предложить решение. Если ты послушаешься моих слов, когда я повелеваю тебе упорствовать, держаться и не терять своей воли, ты перейдешь бездну, ты пойдешь по бурным волнам, и ты устоишь твердо, когда буря угрожает твоему пути. Мой воин, мое сокровище, твоя радость и благословение в моем сердце. Укрепите себя, встретив врага с твердой и непоколебимой верой. Будьте уверены, что даже в самой жестокой борьбе я буду рядом с вами, готов направить и защитить вас. Сдайся мне и прими мою милость. Не позволяйте вашему мнению о достоинстве и уместности предлагаемых мной услуг подвергаться сомнению. По мере того, как ваша вера становится сильнее, благословения, которые я даю, будут увеличиваться, и будет больше подарков и услуг не только для вас, но и для вашей семьи. Вы будете каналом помощи нуждающимся, источником щедрости и сострадания. Не сомневайтесь, не оглядывайтесь назад, не прячьтесь в тени сомнений. Я призываю вас специально и готов ответить на ваши молитвы и снять любое проклятие или болезнь, отравляющую вашу жизнь и вашу семью. Знай, что то, что я получил от тебя, было заменено чем-то большим. Вы вот-вот вступите в решающую фазу, когда ваш выбор невообразимым образом сформирует вашу судьбу. Избегайте негативного влияния и ищите одобрения у тех, кто не желает вам добра. Делясь своими открытиями, знайте, что некоторые могут вас обескуражить,
но знайте, что ваша вера – это ваша сила, и я буду с вами на каждом этапе пути. Те, кто сомневается, вскоре станут свидетелями чудес, которые я сотворил их руками. Используйте дары, которые я дал вам, мудро, и я превращу их в основу для еще более необыкновенных благословений. Вскоре вы и ваша семья сделаете важные шаги к светлому будущему. Поощряйте потенциал своих детей, поскольку их образование и мудрость могут изменить не только семьи, но и нации. Лидеры и герои завтрашнего дня происходят у вас дома, и я каждую минуту присутствую там и с гордостью наблюдаю за их прогрессом. Пусть ваша жизнь станет живым свидетельством вашей веры. Не думайте, что жестокое сердце уязвимо, ведь для меня нет ничего невозможного. Я могу смягчить упрямое сердце и превратить жестокие в фонтаны любви. Те, кто когда-то говорил резкие слова, вскоре станут распространять доброту и отражать мой свет в своей жизни. Я работаю для вас, чтобы ваша семья могла увидеть мою силу перемен. Даже если мир сомневается в моем существовании и моей силе, ваша вера будет подобна свету, сияющему во тьме. Соседи ваши увидят славу мою в домах ваших, ангелы будут охранять каждый уголок, и чудеса мои будут видны повсюду. Многие придут к вам в поисках частички моей благодати. В минуты молитвы я исцеляю больных, решаю проблемы и залечиваю раны. В вашей семье происходит духовное пробуждение, открывающее путь к моему возвращению. Это последний раз, и хотя многие стремятся понять тайну моего возвращения, ты, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, будь верен в своем сердце. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, если это сообщение дойдет до тебя, дайте мне знать в комментариях, написав «Мне это нужно». Знай, что моя любовь к тебе вечна и неизменна. Пообещайте мне, что вы не будете медлить, если мои ответы на ваши молитвы не придут немедленно. Вокруг тебя стража, ожидающая твоей слабости, но не бойся, ведь я с тобой. Вы особенные для меня, и у меня есть уникальное благословение для вашей жизни. Если вы еще не получили это, я готовлю ваше сердце принять это. Будьте сильны во имя мое, ибо глубокие корни увидят, что вы будете сильны в изобилии. Обратите внимание, потому что процветание без руководства может привести к высокомерию и жертвенности. Готовься, любовь моя, тебя ждут великие чудеса. Я отдаю свою любовь только тем, кто искренне верит, кто не боится отдать мне свое сердце, взять мое имя и пожертвовать собой ради этого послания и ради любви других. Это мощное послание, которое я вкладываю в вас прямо сейчас. Вспомните, где и когда вы это услышали. Посмотри на горизонт, я использую твою жизнь, чтобы распространить свою славу в далекие страны, за границу. Вы встретите незнакомые языки, но я говорю, и Святой Дух будет действовать через вас и вашу семью. Начинается духовная революция, сегодняшняя борьба окончена, близко долгожданное благословение, близко время его вознаграждения. Дети мои, никто не останется позади, я отвечу, когда вы обратитесь ко мне с верой и искренностью. Я обещал, и ты остался верен, силен в слабости и устоял перед ловушками врага. Ты выбрал мой путь и терпеливо уходил день за днем. Я буду с вами, когда вы достигнете благословенного места, где вы и ваша семья обретете желаемый мир, необходимую вам пищу, а также новую радость, цель, желание и святую решимость.
Сражайтесь, пока не победите. Я помогу вам и вашей семье преодолеть вредные привычки и зависимости, удалив из вашего сердца все ментальные привязки, вредные мысли, ненависть и остаточную ненависть. Если вы окунетесь в живые воды моего Святого Духа, ваша жизнь претерпит замечательные изменения. Даже ваши близкие друзья и близкие смотрят на вас с удивлением и любопытством и спрашивают, что случилось, что изменилось, почему. Вы показываете столько радости и объясняете, почему вы так глубоко изменились. Итак, позвольте мне заверить вас, что ваши трудности и тревоги не вечны. Твоя жизнь никогда не будет прежней. Ты отдал мне свое сердце и принял мои слова и заповеди в свою душу, чистую, верную и истинную. Доверься мне, как своему небесному Отцу, который любит тебя. Поэтому я несу свободу и благословение не только вам, но и всем вашим домам. Я радуюсь стойкости вашей веры. Вы научитесь терпеливо ждать моего идеального момента с полной уверенностью. Вы не ищете во мне знака, потому что верите, что моего имени достаточно для вашего исцеления. Я рад видеть, что вы верите мне, когда я говорю вам о своем истинном желании благословить вас. Сегодня день вашего спасения, начало вашей свободы. Скажи мне сейчас, что ты встанешь и будешь искать меня, потому что знаешь, что моя любовь и присутствие всегда с тобой. Ты знаешь мою любовь, и я понимаю, что для меня нет ничего невозможного. Ты веришь в это всем сердцем. Пообещай мне, что дождешься, пока произойдет желанное чудо, и сохранишь веру. С того момента, как вы решите обратиться ко мне, я полностью осознаю ваши молитвенные просьбы и готов ответить. Есть большие трудности для ваших благословений в Царстве Небесном. Поэтому держитесь подальше от тех, кто вредит вашей вере, и от тех, кто поощряет вашу веру и смелость, ведет вас ко мне и желает ваших благословений. Пожалуйста, знайте, что я хочу помочь вам преодолеть эту трудную ситуацию, из-за которой вы теряете вес и привлекаете так много внимания. Это борьба вашей жизни и будущего вашей семьи. В этом сезоне я преподам вам много важных уроков. Я хочу, чтобы ты научился больше полагаться на меня. Как только ты узнаешь, что я твой кормилец, твоя задача – подняться в силе, которую я даю тебе, а не в страхе. Я прошу вас продолжать, пока я не работаю над чудом, о котором вы просите. Помните, что я ваш щит и сила, когда вы чувствуете себя рядом. Преклоните колени, склоните головы, придите ко мне и положитесь на мою помощь. Я признаю вашу храбрость, но сейчас не время решать все проблемы в одиночку, вам нужна моя помощь. Если вы попытаетесь поддерживать свою энергию в одиночку, вы устанете. Усталость делает вас уязвимым перед противником, который рыщет, как лев, и хочет уничтожить любого, кто обидит его. Если наступает усталость, у вас может возникнуть искушение перестать молиться, сбиться с пути и неосторожно споткнуться. Если ты упадешь, твои враги окружат тебя. Они хотят воспользоваться твоей слабостью и не хотят, чтобы ты выжил. Когда они знают, что вы благословлены, они пытаются отвлечь вас от вашего путешествия. Но не сдавайся, ведь в моей защите ты непобедим. В назначенное время я чудесным образом вмешаюсь, буду терпелив, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, крепко держи мою руку, и со мной ты добьешься чудесных и чудесных успехов. Не бойтесь, верьте, потому что все возможно верующему.
Я поддерживаю вас и вскоре заявлю о своем присутствии и поддержке, развеяв любые сомнения относительно моей роли в качестве вашего поставщика услуг. Я слышу ваши молитвы и знаю ваши нужды. Вам не нужно паниковать, вы в безопасности, и все, что вам пророчат, откроется. Никакое препятствие или противник не сможет остановить ваш прогресс. Оставьте отчаяние и будьте стойкими в своем требовании благословений и процветающей земли. Хоть я иногда и сомневаюсь в глубине своей любви к тебе, но будь уверен, что мы через многое прошли вместе. Я вижу, как твоя вера крепнет с каждым днем. Ищи моих слов сейчас, и ты почувствуешь мое присутствие в своем сердце. Закрой глаза, прими тишину и поздоровайся со мной. Послушай меня, подтверди мою любовь к тебе, потому что это правда. Моя любовь ежедневно проявляется в чудесах и знамениях по всей Вселенной, давая вам жизнь, воздух, которым вы дышите, и продлевая ваши дни, чтобы узнать меня более близко. Я дам тебе больше долголетия, потому что у меня есть для тебя цель. Не позволяйте сомнению затянуть вас в тень неуверенности. Будьте уверены, что я говорю с вами честно и правдиво. Я показывал вам это много раз. Когда вы пытаетесь спасти, вы будете чувствовать себя в безопасности, но не забывайте быть смиренными, потому что гордость падает. Я дал тебе щедрость, чтобы ты не отстал. Я говорю снова и снова, я так тебя люблю, я знаю, что ты меня тоже любишь, говори, кричи, пиши, Боже, я люблю тебя. Я знаю от тебя, что ты приближаешься ко мне молча, что ты повышаешь голос, даже если это только шепот, что твой голос слышен, что твои слова понятны и что твои слезы оставлены. Прежде чем тебя хвалили, слезы твои не были напрасны, их признавали на суде небесном. Знайте, что я пишу в своей книге, а ваши слезы действуют как чернила, полностью окрашивающие страницы моего ответа вам. Ты льешь слезы, твой ответ уже в пути, и я написал его сам. Со звуком трубы это печать и документ, река твоих слез, когда ты дойдешь до моих ворот, вернется к тебе, превратится в одно целое. Текущая сладкая вода принесет мир и радость, которых вы желаете. Так что если тебе нужно поплакать, делай это без страха, твои слезы вернутся к тебе, как мой дождь. Дух как динамический поток силы и благословения. Когда ты плачешь, не теряй времени, я слышу тебя и продолжаю, в моем сердце всегда есть место для тебя. Я приготовлю тебе трапезу благословения перед врагами твоими и прославлю тебя перед всеми народами. Услышьте, о чем я прошу вас, имейте веру, будьте послушны и терпеливы, не беспокойтесь о завтрашнем дне. Я еще раз говорю вам, что ваш долг – проявить терпение, повиноваться и предоставить все в мои руки. Я твой Отец и твой Бог, не волнуйся, когда я даю тебе ежедневно, если ты не доверяешь мне и даешь повод беспокоиться, ты повредишь мою любовь, ты повредишь свою душу и принесешь болезнь своему телу. Но я понимаю, что иногда устаешь и не знаешь, что делать, теряешься. Несмотря ни на что, я всегда рядом с тобой и напоминаю, что я здесь не для того, чтобы судить, а твой друг. Я лучшее лекарство от всех твоих болей, которые отягощают твое тело и пронзают твои эмоции, как отравленные мечи. Я отвечу тебе в твоей беде, я защищу тебя в беде, я обеспечу тебя, твою семью и все твои поколения в беде. Я ищу твоего доверия, твоей честности.
верность, постоянство и постоянство во мне, во имя мое и в моем присутствии. Не бойся, я с тобой, мой сын, моя дочь. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя спокойно до конца своей жизни. Твое прошлое и будущее в моих руках. И если я скажу, что ты будешь благословлен, потому что это правда, благословение придет, и оно придет скоро. Я приглашаю вас с верой раскрыть руки и просто принять все добро, которое я посылаю вам. Просыпайтесь каждый день с моим именем в голове. Наполняйте свою душу прекрасными мыслями и навсегда избавьтесь от страха и сомнений. Вера твоя истинна, сила моя необыкновенна, молитвы твои действенны и принесут долгожданные плоды. Бесполезно сначала зацикливаться на негативных моментах. Когда вы откроете глаза, ситуация уйдет. Обязательно отвечу тоже. Откройте свои окна, пусть ваш дом осветится, призовите меня, и я наполню вашу душу своим светом. Помни мое имя и удали все разочарования из ума. Не позволяйте гневу и обиде овладеть вашей душой. Я не хочу, чтобы эти чувства были в твоем сердце, и ты не позволяешь им. Не слушай их, не разговаривай, больше не разговаривай. Закройте уши от слухов, которые несут вас. Вы не зависите от того, что говорят другие в этом мире. Вокруг много негативных людей. Вы не такие, как они, и не должны быть такими. Не открывайте этим людям двери своей жизни и дома. Многие люди будут обременять вас заботами и проблемами, которые вас не касаются и не являются ненужными. Сосредоточьтесь на своих планах, проектах, мечтах и убеждениях. Будь высоким и храбрым, как бесстрашный воин веры, верь, что мои глаза обращены на тебя. Даже если тебя критикуют, я вижу армию ангелов, посланную защитить тебя. Слушайте внимательно, сосредоточьтесь на том, что я вам говорю, и закройте уши от обидных слов. Наполните себя верой, и сегодня вы будете обильно благословлены, наполнены моей силой, моей любовью и моим миром. Мой дорогой сынок, моя дорогая дочь, я так тебя люблю. Ты хочешь вернуть эту любовь? Обещаю, что каждое утро, когда ты проснешься, я заберу твою грусть и сделаю тебя счастливой. Послушайте исцеляющие слова любви, которые я хочу вам дать. Я открою вам глаза на глубокое стремление вашей души к любви и принадлежности. Я снова буду с вами. Не бойтесь, ибо я тот же вчера, сегодня и вовеки. Моя любовь к тебе растет с каждым днем, и я желаю тебе утешения и обновления. Не противьтесь мне, верьте, сомневайтесь в том, что вы этого достойны, и не отворачивайтесь от чудесных благ, которые я дам вам и вашей семье. Ты заслуживаешь моей любви, это мой выбор, я верю, ты оценишь мою жертву. Ты приняла его в свое сердце, и поэтому я демонстрирую тебе свою любовь день и ночь, ожидая найти тебя лично, где бы ты ни был, в твоей повседневной жизни или в глубине твоей души. Я буду говорить с тобой с бесконечной любовью. Вы будете знать мое присутствие и будете знать, что я здесь. Прими мои слова, прими мои благословения, наполнись надеждой и не бойся дальнейших трудностей, ведь теперь ты веришь, понимаешь и чувствуешь, что я всегда окружаю тебя своей божественной защитой. Никакая сила не сможет сломать могучий щит, который я окружаю тебя. Ничто не сможет подчинить себе ангелов-воинов, которых я подготовил к битве, когда приближается враг. Я больше не хочу пустоты и одиночества. Я слышу твой крик и прихожу, чтобы подтвердить, что эта любовь,
которая течет через мое присутствие, принадлежит тебе, великой и бесконечной, большей, чем ты можешь себе представить. Не отрицайте своей любви, не ищите оправданий, чтобы избежать моей любви, не убегайте от моего присутствия, даже когда терпите неудачу, не презирайте моих слов и повелений, оставайтесь вместе. Я люблю тебя, потому что я ничего у тебя не беру и не прошу материальных вещей, и я ищу твое сердце. И когда ты поверишь в него, если ты только поверишь в меня, я дам тебе вечную жизнь, полную благословений и радости. Скажи, что я жажду услышать из твоих уст. Я твой могущественный и истинный Бог. Моя любовь к тебе истинна. Моя любовь чиста и истинна. Никто не любит тебя так, как я. Он заботится о тебе день и ночь. И я не оставлю тебя и не оставлю тебя одного, поскольку я забочусь о тебе. Я не хочу, чтобы ты был постоянно недостоин или запятнан. Ты не создан для того, чтобы каждый день жить со своим осуждением, наказывать себя за грехи и ошибки, которые я уже простил. Будьте стойкими в своих путях, ибо я спасу вас от тех, кто хочет причинить вам вред. Теперь откройте мне свое сердце, примите мое слово с уважением, уважайте мою жертву, мою пролитую кровь. Никогда не думай возвращаться к ошибкам прошлого, смотри в будущее, не отвлекайся на мелочи, у меня на тебя много замечательных планов. Прошу тебя о вечной вере, постарайся быть послушным во всех сферах. Жизнь, я верю, ты хочешь, я знаю твою любовь ко мне. Не уходи, я хочу, чтобы ты остался со мной, укрывшись в моем божественном приюте. Отчаяние, охватившее вас, призвано отбросить вас назад, протащить через опасную и коварную землю, но это не ваша судьба, я думаю, не для вас. Вы просто решаете довериться мне всем своим сердцем и каждый день искать руководство от моего имени. Ты увидишь, как я буду говорить с тобой настолько честно, что направлю тебя даже в мельчайших деталях. Я хочу, чтобы ты вышел из этой ямы печали, чтобы это сожаление ушло из твоей души, чтобы твои чувства не изменились. Когда кто-то напомнит вам о прошлом, и когда люди осудят вас за ваши грехи и ошибки, вы больше не будете впадать в депрессию, примите решение сейчас. Ради чего ты хочешь жить? Вы излагаете мне мою истинную позицию или продолжаете прислушиваться к мнению людей, которые меня не знают и не желают вам добра? Я даю тебе силы не зависеть от мнения других и неуклонно идти к своим благам, не искать одобрения людей, не оглядываться по сторонам, чтобы тебе не было плохо от исходящего от тебя осуждения. Ее губы приходят и находят меня, спрашивай меня, и я дам тебе, я отвечу тебе, я покажу тебе, что люблю больше, чем ты можешь себе представить. Но дай мне шанс. С этого момента ничто и никто не сможет вас напугать, и вы увидите, как Святой Дух сверхъестественно управляет вашей жизнью. Поверьте, все будет хорошо. Вы ждете хороших новостей, и они придут. Моя сила проявляется в тех, кто доверяет мне с простотой и искренностью, когда вы отдаете мне свое сердце, когда вы полностью доверяете мне и не позволяете своему уму или устам выражать сомнения, что приводит вас в депрессию и замешательство. Твои мысли. Произнесите мои слова и воскликните с верой. Я могу все благодаря Христу, Он укрепляет меня, и я никогда не подведу. Я хочу наполнить твою грудь Божественным Духом, который останется там и будет напоминать тебе о моих обещаниях по мере приближения битвы. Я прошу вас обратить особое внимание, когда вы придете утром и выслушаете меня всем сердцем.
желаю и хочу твоего здоровья. Пусть ваше будущее будет наполнено гармонией и божественным процветанием. Я хочу освободить членов вашей семьи от всякого рода плохих чувств, чтобы в вашем доме не было ссор и разлук. Я могу сделать много чудесного в твоем нежном и невинном сердце, и хочу, чтобы ты всегда был таким. Вы увидите своими глазами, как рушатся перед вами ложные враги и друзья. Те, кто иногда смеются над вами, думают, что они умные, но каждый день терпят неудачу, думают, что они умные, и люди их ненавидят. Те, кто думают, что они богаты и обеспечены, но живут в глубоких и темных ямах духовных страданий и умеют только ненавидеть и завидовать. Вы всегда будете иметь мое благословение, но куда бы вы ни пошли, вы столкнетесь с сопротивлением. Кто-то придет, чтобы бросить вам вызов и сразиться с вами, но помните об этом и никогда не забывайте, не бойтесь. Они гордятся тем, чем не являются, и притворяются, что не являются, полны греха, но внешне совершенны. Ты мой сын, моя дочь, и ничто и никто не сможет противостоять тебе, потому что я буду защищать тебя. Вы не одиноки, вы не в Боге своего воображения. Я живой, могучий, истинный и великий Бог, моя любовь истинна, и я уже показал тебе все, что могу для тебя сделать. Не беспокойте меня угрозами и ложью, я на вашей стороне. Я защищу тебя от нападок зла, от страданий, бедности, смерти и болезней. Поверь мне на слово, возьми мое благословение, скажи мне, ты веришь мне, я люблю тебя. Пойдем со мной сегодня, если тебе грустно, достань то, что несешь, и я возьму эти чувства в свои руки и изменю их одно за другим. Печаль превращается в радость, сожаление превращается в покой, вина превращается в надежду и депрессию, которая царапает ваш разум и слышит голоса прошлого, которые все еще лгут вам. Я уничтожу его навсегда. Я могучий Бог. Ты мой сын, моя любимая дочь, которая слушается меня и верит в меня, верно следует за мной. Ты заслужил эту свободу, которую я хочу тебе дать. Сегодня силой моей пролитой крови ты должен быть освобожден от всех душевных бед. Когда ты услышишь мой голос, где бы ты ни был, получи полное здоровье с головы до ног. Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы поднять вам настроение, создать мир, облегчить ваши заботы и дать вам необходимые силы. Я хочу, чтобы ты познал настоящую любовь, понял наконец, что кто-то любит тебя сильной, настоящей и глубокой, тонкой любовью, которую ты никогда раньше не чувствовал. Это моя непостижимая любовь. Я прошу тебя нежно и сильно быть со мной, подарить мне свою боль, свое отчаяние. Отпустите мысль о том, чтобы сдаться. Оставь мечты о том, что тебя никто не полюбит у моих ног. Это неправда, и я вам сообщу. Огонь моей вечной любви зажигает твое сердце, ты чувствуешь это в своей душе. Я найду в тебе волю к жизни, несмотря на трудности, препятствия и нападения. Сегодня все по-другому, чем в тот момент. Вы никогда не будете прежними. Поскольку ты принял меня в свое сердце, ты стал совершенно новым внутри. Болезненное прошлое, все, что причиняет боль, осталось позади. Сегодня твое воскресенье. Ты принимаешь мою любовь, теперь скажи, ты принял мою силу? Если да, то честно поделитесь комментариями. Принимаю и принимаю это, Господи. Поверь мне, ты не покинешь моего присутствия.
Если ты захочешь уйти, даже если враг заберет тебя из моей руки, я не позволю тебе разлучиться со мной. Я буду везде, куда бы ты ни пошел. Я верну тебя ко мне. Стой прямо. Я пришел к вам сегодня, чтобы поднять вам настроение, принести мир всякого понимания и дать вам силу, в которой вы так отчаянно нуждаетесь. Я хочу, чтобы вы испытали настоящую любовь, глубокую и настоящую привязанность, превосходящую все, что вы когда-либо испытывали. Эта любовь, которую я предлагаю, уникальна, сильна и вечна. Я прошу вас мягко, но твердо стоять рядом со мной и передать мне все ваши тревоги, печали и разочарования. Позвольте мне позаботиться о мыслях отчаяния и желании освободить боль в вашем сердце. Я развеиваю ошибочные представления о том, что вы нежелательны и привлекательны, потому что это очень далеко от истины. Пусть огонь моей вечной любви горит в твоем сердце, согревает твою душу и освещает твое утешение. Я привью вам новую волю к жизни, несмотря на трудности, препятствия и нападения, с которыми вы сталкиваетесь. С этого момента для тебя все изменится. Ваше существо обновится изнутри, и болезненное прошлое останется позади. Сегодня твой день воскресения, новое начало, наполненное моими обещаниями любви и спасения. Ты принимаешь мою любовь, теперь скажи мне: Господь, я принимаю и принимаю это. Уверь меня, что ты не покинешь моего присутствия, ведь я всегда рядом с тобой даже в минуты сомнений и слабости. Я не позволю ничему и никому разлучить тебя с моей любовью. Куда бы ты ни пошел, я буду рядом и верну тебя в свои гостеприимные объятия. Оставайтесь стойкими в моей благодати, ибо именно там вы найдете истинную силу. Ты мне дорог, и моя любовь к тебе безусловна и вечна. С чем бы вы ни столкнулись в прошлом, знайте, что я здесь и всегда. Когда я держу тебя в своих сильных объятиях, ты никогда не остаешься один. Верь в меня и дай мне убежище в печали. Сегодня обновите свою веру в меня и позвольте мне быть светом, который направляет ваши шаги. Не бойтесь будущего, потому что все под моим контролем. Доверься моей мудрости и моей любви к тебе, ибо они бесконечны и постоянны. Когда тебе захочется сдаться, помни, что я держу тебя за руку и готов поднять тебя и поддержать на всем пути. Вы любимы безмерно, и моей благодати достаточно для всех ваших нужд. Не позволяй заботам и тревогам жизни отвлекать тебя от моего присутствия. Вместо этого отдай его мне и позволь мне позаботиться о тебе с моей совершенной любовью. Вместе мы сможем справиться с любой задачей и преодолеть любые препятствия, встающие на вашем пути. Доверься мне, потому что я всегда рядом с тобой и всегда готов направить и защитить тебя. Я еще раз предлагаю тебе свою любовь, достаточную, чтобы исцелить, освободить и облегчить твою боль. Закройте глаза, где бы вы ни находились. Почувствуйте голос вашего Небесного Отца, вашего великого Бога, который обращается к вашему сердцу и заботится о вашей душе. Все тревоги исчезнут, исчезнет ваше одиночество и печаль. Ты для меня большой актив. Я посылаю тебе свое имя, чтобы поднять тебя. Я с нетерпением жду того дня, когда увижу на твоем лице эту глубокую улыбку, которая трогает твою душу, и я, наконец, почувствую объятия любви, которые предлагаю тебе.
Я уверен, что вы сможете каждый день приближаться к моему небесному престолу со своей сильной верой. Я приближаюсь к тебе и занимаю свое место рядом с тобой. И как сегодня, я тебя обниму, сердце твое смягчу. Вы почувствуете полноту моей любви и узнаете, что ваша семья в безопасности в моих объятиях. Я благословлю их великой благодатью. Даже для тех, кто на данный момент потерян, я готов изменить свою жизнь невообразимым образом. Ваша хвала будет велика, ваши уста полны хвалы, когда вы увидите, как я защищаю и поддерживаю тех, кто ищет и любит меня. Прощаю грехи твои, открываю путь обильным благом. Я приглашаю вас послушать меня, каждый день находить время, чтобы встать на колени в тишине. Я хочу мира в вашем сердце. Мои слова и планы останутся с вами навсегда. Когда наступит ночь, вспомни, что я сказал, и молись с непрестанной верой. Не бойтесь и не бойтесь, ведь ваша жизнь в моих руках. Я приношу радость и облегчаю ваше бремя. Докажите свою веру в меня в комментариях. Моя вера непоколебима. Теперь, благословенный сын, благословенная дочь, я хочу благословить тебя мощной и теплой молитвой. Сосредоточьтесь и сконцентрируйтесь. Враг пытается разрушить наше сотрудничество. Не позволяйте молитве фокусироваться на переменах. Молитесь вслух или молитесь с непоколебимой верой в сердце. Скажи: «О Небесный Отец, я смиренно обращаюсь к Тебе, исповедую великую силу Твоей любви, превосходящую всякое человеческое понимание. Перед Тобой моя душа – пустой сосуд, готовый наполниться Твоей благодатью и милосердием. Пусть мой голос будет подобен она. Благовоние. На небесах доберись туда, где Твое присутствие сияет навсегда. В жизненных проблемах я нахожу утешение в Твоих словах вдохновения, в Твоем голосе руководства и силы. Пусть каждый воспользуется уроками, содержащимися в этих божественных посланиях, и преобразит мою душу. Духовное паломничество на землю, наполненную смыслом и целью, наполненную любовью и ободрением. Пусть каждое слово проникнет в мое сердце и сделает меня инструментом вашего мира, который будет освещать даже в самых темных тенях. В нестабильном мире, Господь, я доверяю Тебе, потому что знаю, что Ты непоколебимая скала, на которой я строю свою надежду. Изучая ваши обещания, я чувствую обещание благословенного и благословенного будущего. Пусть в моем сердце расцветет надежда, которую вдохновляют эти слова. Помните о величии своей мечты. Я вложил в тебя много добрых мечтаний и планов. Я вижу ваше истинное «Я», ваши чистые намерения, ваше стремление преодолевать препятствия и ваше желание изменить свою жизнь и осуществить свои мечты. Примите меры сейчас. Поверьте мне на слово. Встаньте и начните свое путешествие. Сделайте это для своей семьи и близких. Будьте смелыми и сильными. Продолжайте, пока не достигнете пункта назначения.